– 2015 год. Оккупированный Крым. Коллаборанты от истории и ряд российских ученых после долгих экспертиз, консультаций, проверок пришли к выводу, что Керчь якобы самый древний город России. То есть довольно просто, выдавая желаемое за действительное, объявили, что возраст их страны чудным образом увеличился на 600 лет. К сожалению, это не первый исторический опыт фальсификации России в Крыму, и было бы странно, если бы оккупанты не были столь последовательны. Между первой и второй оккупациями Крыма 235 лет, то есть тот небольшой исторический отрезок времени, когда в Крыму появились и русские. Но чтобы оправдать свое присутствие, как сейчас, так и тогда, у российского правительства была идея фикс – всячески показать причастность русских к Крыму, и неважно, какими способами, главное – легализовать захват и оккупацию. Ведь всегда можно найти подтверждение в виде артефактов, которые удивительным образом найдутся в недрах крымской земли. Исторические фальсификации – распространенное явление, и в этом преуспела одна страна – Россия. Завоевывая чужие территории, она упорно называла их исконно русскими, при этом тщательно уничтожала присутствие другой культуры. Яркий пример – загадочный город Тмутаракань. О нем вспомнили в конце XVIII века. Место его расположения определили быстро – Таманский полуостров. Тогда перед российскими историками стояли другие задачи – доказать с помощью исторических артефактов свою причастность к древней истории Северного Причерноморья. Это был правительственный заказ. Руководствуясь геополитическими соображениями, в России понимали, что достаточно всего одной маленькой зацепки, хотя бы захолустного городка на Азовском побережье, чтобы продвинуться к морю на законных правах, исключительно в целях восстановления исторической справедливости. Итак, в XVIII веке фальсификаторы подошли со всей ответственностью к идее о древнерусском княжестве Тьму-Таракань. Это стало началом теории об исконно русских землях в Причерноморье и Крыму. А во время Екатерины II на историю смотрели как на инструмент идеологического воздействия и совершенно не утруждали себя поисками научных письменных источников, которых, увы, так не хватало в России. Известно, что на Руси ранее XI века нет ни одного подлинного рукописного документа. Города были деревянными, часто горели, а с ними гибли и рукописи. Но этот факт не останавливал нечистоплотных дворян, стремившихся выслужиться перед императрицей и подражать ей во всем. К примеру, князь Александр Сулакадзев, известный фальсификатор и выдумщик собственной русской истории, простодушно мыслил: если нет старины, то ее можно придумать. Восстанавливать памятники литературы, создавать уйму документов, не отвечающих достоверности, одним словом, создавать целые мастерские, дышащие стариной, кинулись маломальски просвещенные люди. Один только мещанин-антиквар Антон Бардин, известный мастер исторических подделок из своей домашней лаборатории, где он старил пергамент, так что даже знатоки попадались на удочку, выпустил большое количество старинных свитков и продавал их за приличные деньги историкам.
которые ломали головы, чтобы приблизить факт к возможной действительности. Одним из таких фактов и стала идея воплощения в реальность Тьму-Тараканского княжества. Впервые слово «Тьму-Таракань» упоминается в летописном своде «Повесть временных лет». Из-за сложности текста слово восприняли как географическое название, куда князь Владимир отправил княжить одного из своих сыновей Мстислава. Не секрет, что дела семейные в этом княжеском роду были сложными, и Мстислав вполне мог чем-то провиниться перед князем Владимиром, который вообще выгнал его за пределы Киевской Руси со словами «Иди, княж, в Тьму-Таракань». Вполне нарицательно. Но русские историки прошлых эпох на это выражение обратили особое внимание. Ранее они никогда не слышали о местности с таким причудливым названием, и уж тем более не знали, где таковая может находиться. Впервые после изучения повести высказал свое мнение историк Василий Татищев. Он посчитал, что Тьму-Таракань могла находиться в Рязанской области. Историк XVII века Андрей Лызлов искал ее вблизи Астрахани, а вот историк и публицист князь Михаил Щербатов во второй половине XVIII столетия настаивал, что Тьму-Таракань – это княжество, и находилось оно вблизи Азова, что для тех лет, время присоединения Крымского ханства к России, это было весьма актуально. Больше всех преуспел в торжестве исторической справедливости граф Алексей Мусин-Пушкин, который опередил всех своих коллег по обществу любителей старины и ко времени обнаружил литературный памятник, известный как «Слово о полку Игореве», якобы написанный в XII веке неким Баяном. В этом произведении описывалось, как князь Игорь Святославович со своим братом Всеволодом и войском пошли искать и вернуть Тьму-Тараканьское княжество, некогда принадлежавшее его деду Олегу Святославовичу. Вот здесь-то и проливается свет и на Тьму-Таракань, и на место его нахождения в связи со странной затеей еще одного персонажа, князя Глеба, мерить море по льду от Тьму-Тараканя до Кырчева в 10 тысяч и 4 тысячи сажень. Это и послужило той зацепкой, которую так долго искали историки XVIII века. В Кырчеве или Корчеве сразу же признали Керчь, ну и, соответственно, расположенная через пролив Тамань, именуемая местным населением нагайцами Тумен-Тархан или Хункале, вполне может сойти и за Тьму-Таракань. Другое дело, никто не стал оспаривать измеренные Глебом сажени, хотя правильнее было бы измерить в верстах. Однако все же подозрения относительно правдивости данной версии закрались у историка Михаила Кочиновского и востоковеда Осипа Сенковского. Чтобы развеять подозрения ожидаемых оппонентов, предприимчивый граф не только не отступился от своих доводов, он пошел дальше в своих исследованиях. В этой же летописи упоминается и Тьму-Тараканьский камень, на котором якобы и было записано открытие Глеба относительно измерения Керченского пролива. На его поиски отправился Мусин-Пушкин. Очень скоро, в 1793 году, камень действительно был обнаружен на Тамане. Казалось бы, все факты налицо, но снова возникли споры относительно подлинности самого камня. И первым в этой подлинности засомневался академик Петр Палас, а следом за ним и ряд других историков. Однако дебаты, ставившие под сомнение само существование Тьму-Таракани, были ни к чему правительству, и мифы о древнерусском княжестве на Тамане продолжали активно раскручивать. Однако, кроме повести временных лет и слова о полку Игореве, ни европейские хроники, ни арабские, ни византийские летописи, ни в XI, ни в XII, ни в последующих веках ничего о загадочном княжестве на берегу Азова не упоминали. О нем они и не могли знать, так как его попросту не существовало в природе. Что касается слова о полку Игореве, то его история начинается в 90-х годах XVIII века. По официальной версии, граф Мусин-Пушкин якобы обнаружил рукописный сборник в библиотеке Спасо-Ярославского монастыря. Сегодня уже доказано, что это подделка, и ее автором является граф, который выдал собственное творение за уникальную находку XII века. Подлинник, естественно, никто не видел, а вот копию граф Мусин-Пушкин преподнес в подарок императрице Екатерине II.
А вскоре по Петербургу поползли слухи: подарок, подделка. И Мусин Пушкин счел лучшим уехать в Москву. Подлинник он якобы хранил у себя дома, а в 1812 году во время пожара в Москве стало известно, что слово сгорело. Но уже спустя 3 года слово было вновь обнаружено. Правда, позже выяснилось, что это было новое, исправленное и дополненное издание, составленное на искусственно состаренном пергаменте работы упомянутого выше антиквара Антона Бардина, причем в 2 экземплярах. Позже, в 1901 году, академик Александр Спицын вообще не верил в существование тьму-таракани. А французский ученый Андре Мазон в 1940 году в своей книге доказал, что слово и тьму-тараканский камень были искусной подделкой XVIII века. По его заключению, находки преследовали политические цели – подтвердить давние права России на присоединенную Тамань и одновременно подтвердить подлинность слова, в котором упоминается тьму-таракань. Среди ученых, отрицающих подлинность тьму-таракани, был известный краевед и историк Михаил Успенский. Еще в 1925 году он написал исследовательский труд о происхождении слова о полку Игореве. Но в советское время издать книгу, опорочившую официальную концепцию, не было возможности. Этот труд увидел свет только в 1965 году в Париже. Впервые профессор Александр Зимин заявил в своем докладе в феврале 1964 года, что слово и камень – подделка. Этим сообщением он произвел настоящую вспышку недовольств со стороны правительства. Теория его якобы была абсурдна, и в итоге профессора затравили, не выдержав гонений, он умер. Вся историческая наука была мобилизирована для доказательства этого невозможного вопроса. Сегодня достаточно открыть школьные учебники, книги по отечественной истории или ввести в любой поисковик интернета загадочное слово «тьму-таракань», и появляется официальная версия. Тьму-таракань – столица древнерусского княжества, возникшего в X веке на Таманском полуострове. Город возник на месте эллинского города Германаса, вошедшего во владение хазарского каганата и переименованного в Таматарху. А с распадом каганата в 965 году Таматарха каким-то загадочным образом перешла под власть Руси и стала именоваться Тьму-таракань. Также загадочно княжество в XII веке прекратило существование. Только вот на карте X-XII веков места для существования никакого русского княжества Тьму-таракань не было и быть не могло. С 889 года все Северное Причерноморье принадлежало печенегам, а с 1054 года – кыпчакам. Лесостепную полосу между Донцом и Северным Доном занимали подчиненные хазарам ясы. Центральную часть Северного Кавказа занимали аланы, меоты, синды и косоги, прото-черкесы. А все пространство от Дона до Волги принадлежало хазарам. На Тамане же жили подчиненные хазарам черные булгары, прото-балкарцы, которые и владели Керченским проливом. На месте мифической Тьму-таракани действительно существовал античный город Германаса, VI век до нашей эры. Он входил в состав Боспорского царства. Здесь жили эллины, сарматы, хазары и другие народы. Почти без перерывов город просуществовал в последующие за античные исторические эпохи, меняя территории и названия. В хазарский период он именовался Тумен-Тархан. В сочинении Константина Багринародного об управлении империей Тархан упоминается как крепость Таматарха. После распада каганата город перешел во владение генуэзцев и стал именоваться Матрика, а затем для города наступил тюркский период, давший новое имя – Хун-Кале. Сегодня на месте Хун-Кале находится станица Тамань Краснодарского края. С 1930-31 годов здесь начались раскопки. Были найдены каменные дома, хозяйственные ямы и зерновые хранилища. В центре городища открыты развалины большого здания на каменном цоколе. При раскопках найдены обломки мраморного фриза с изображением гигантов. Обнаружен клад золотых боспорских монет IV века до нашей эры. Самое удивительное то, что в процессе раскопок были обнаружены находки времен античности, гунского и хазарского периода, Византии, кыпчакского, генуэзского и крымско-татарского времени
и ничто не указывало на мифическую Тьму-Таракань. Такие обстоятельства не могли не остаться незамеченными, и снова историки умышленно окрестили один из фундаментов раскопанного здания церковью Богородицы, якобы заложенный еще Мстиславом Владимировичем. Но подтверждений этому артефакту нет. Еще одной яркой исторической фальсификацией со стороны России в период оккупации Крымского ханства стало крымское христианство. Так находчивые исследователи от власти сразу же разглядели в них славян, а значит предков русских. Использовать христианский фактор оказалось выгодно. Несложно догадаться, что все это делалось умышленно для того, чтобы через христианство на полуострове показать свою причастность к крымской земле. В Крыму христианство связано прежде всего с восточно-германскими племенами готами, которые появились на полуострове в III веке нашей эры. С IV века в среде крымских готов активно распространяется арианство, и связано оно с именем известного готского епископа Ульфилы. Это был просветитель, блестящий проповедник, создатель готического алфавита и переводчик на готский язык священного писания. Но наиболее важной миссией Ульфилы было распространение в Северном Причерноморье идеи арианства, единобожия. Примечательно, что арианство признавало Иисуса пророком, а не Богом, что существенно расходилось с догмами других христианских толков. Готы оставались верны арианству именно по этой причине уже в VIII веке, когда византийское православное духовенство подверглось гонениям, одним из убежищ монахи, не желающие изменять своей вере, выбрали арианскую готию. Именно в этот период возникает много пещерных монастырей и церквей на полуострове. Готы до конца XVIII века исповедовали арианство. Готская епархия, которой они подчинялись, входила в состав Константинопольского патриархата. После формального окончания войны 1764-1774 годов и подписанием знаменитого Кучука-Инаджирского мира Россия искала малейшие зацепки, чтобы предъявить Европе, что она имеет все основания претендовать на Крымский полуостров как освободительница и заступница православных святынь. Политики Петербурга хорошо понимали, что если сейчас они начнут открыто претендовать на христианские реликвии потомков эллинов, то возникнет конфликт, а его следовало по возможности избежать. Для того, чтобы захватить наследие крымских христиан и лишить Крым части его народа, другими словами удалить с полуострова, вопрос о мнимом наследии решился бы сам собой. И, соответственно, все духовное наследие автоматически перешло бы под власть Московской патриархии. И вскоре решение нашлось. Через православного архиепископа Игнатия крымским христианам силой было предложено покинуть родной Крым. Крымские христиане и мысли не допускали покидать свою родину. Они были полноправными подданными, жили под защитой своего монарха и не подозревали, что уже распространяли слухи о их якобы угнетенном положении в ханстве. В итоге всеми правдами и неправдами в 1777 году началась первая депортация христиан из Крыма. Ею руководил Александр Суворов. На смену коренным жителям, урумам, которые были и есть частью крымско-татарского народа, с архипелага Григорий Потемкин уже завозил воинствующих арнаутов, представителей иной, новогреческой культуры и языка. Таким образом, все христианские святыни, возникшие в Крыму до 1783 года, Россия присвоила и сделала своим национальным наследием. В апреле 1783 года, вопреки международным юридическим нормам тех лет, был оглашен манифест о присоединении Крымского ханства к Российской империи. Это, по сути, была первая оккупация Крыма. Настоящим хозяином бывшего ханства и запорожских земель стал граф Григорий Потемкин, авантюрист и главный палач сотни тысяч загубленных душ. Именно он взял на себя организацию проведения знаменитого путешествия Екатерины II на юг. Сама императрица хотела посетить приобретенные земли еще весной 1784 года, но Потемкин убедил ее, что не следует торопиться, так как на юге не все спокойно, и попросил повременить с поездкой.
На самом деле, край был настолько истощен войной, недавними мятежами и смутами, спровоцированными самим же Потемкиным, что если бы на следующий год царица прибыла на юг в сопровождении иностранцев, то нетрудно было бы догадаться, каким образом прошел в кавычках «мирный добровольный переход крымских татар в русское подданство». Поэтому к путешествию в Крым стали основательно готовиться, чтобы, не дай бог, не вызвать подозрения и пересуды европейских дворов. Это была своего рода пиар-акция, и на ее осуществление из казны было выделено 15 миллионов рублей. Потемкин готовился к прибытию императрицы с особой тщательностью, но, как видно из воспоминаний очевидцев этих событий, он так и не смог скрыть следы насильственного покорения исконно не принадлежавших русским земель. Типичным в этом смысле можно считать высказывание шведа-очевидца Иоанна Альберта Эренстрема. Он писал, что от природы пустые степи были распоряжениями Потемкина населены людьми. На большом расстоянии видны были деревни, но они были намалеваны на ширмах. Люди же и стада пригнаны фигурировать для этого случая, чтобы дать самодержавице выгодное понятие о богатстве этой страны. Везде видны были магазины с прекрасными серебряными вещами и дорогими ювелирными товарами. Но магазины были одни и те же и перевозились с одного ночлега императрицы Екатерины II на другой. Примерно то же самое писал император Иосиф II. По его наблюдениям, живописные селения были всего-навсего театральными декорациями. Екатерине несколько раз показывали одно и то же стадо скота, которое перегоняли по ночам на новое место. Постройка новых селений на пути шла на показ, а нарядные толпы были похожи на театральных статистов. За пышным фасадом иностранцы разглядели печальное положение дел. Очень скоро от потемкинских деревень не осталось и следа. К сожалению, сегодня, спустя 235 лет, история повторяется. И те, кто захватил полуостров, снова через псевдоартефакты пытаются в очередной раз преподнести нужную России историю и оправдать свои действия. Получится ли это у них в очередной раз? Большой вопрос.